Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что происходит за вашей спиной? Что происходит вокруг вас? Чего вы не видите, не замечаете, либо не воспринимаете? Загадайте, пожалуйста, на себя, на свою жизнь и на свое окружение. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, кобра вышла. Ах, знаки как на подбор. Кобра, глаз, какие-то щупальца. Я по этой отсыпке сразу могу сказать, вот кто зашел ко мне, вы очень хороший, добрый и благородный человек. У вас очень необычная энергетика. Энергетика, которая приносит везение, удачу. У вас руки легкие, вот к чему не прикоснетесь, из всего конфетку делаете. Кстати, попробуйте садить цветы, у вас очень получится. Энергетика роста, энергетика развития. К сожалению, к таким людям всегда притягивают всякие паразиты. Я имею в виду других людей, да? Я не имею в виду то, что живет, например, в людях. Я имею в виду других людей, да, которые паразитируют за счет других, которые как пиявки вот так присасываются, да, и поглощают, все в себя поглощают. Надо, не надо, все равно берет. Такие вот жадные, завистливые, поганые люди. К сожалению, это так. Но сразу хочу вам сказать, у вас очень сильная защита. Защита и врожденная, и приобретенная. Скорее всего, вы человек набожный, человек, который достойно верит, плюс вы еще соблюдаете какие-то правила, выполняете какие-то обряды, ритуалы. Да? Опять же, молитва — это тоже своего рода ритуал. То есть вы это все делаете, это ваша приобретенная защита. Но что касается вашей врожденной защиты, то либо она вам по роду передана, либо вы действительно родились в рубашке, да, под такой счастливой звездой. Если бы не эта защита, гораздо тяжелее бы вам пришлось по жизни. Хотя вижу, что жизнь и так непростая. Непростая, но потому что вас окружают эти паразиты. Просто уже на вас наседают, да, и поэтому вам тяжело. Давайте начнем с основания. В основании мне не нравится, как показали вашу семью, либо ваших родственников. Здесь, скорее всего, абьюз в чистом виде. Абьюзировать могут и дети, и мужья, жены, и родители, и какие-то братья, сестры, не знаю, дядечки, тетечки, да, вот кто они вам приходятся. Вот прям идет абьюз. Вас наглым образом обманывают. Вам, то есть, говорят, я инвалид, ножка болит, да, я не могу работать, поэтому содержи меня. Либо у кого-то что-то случилось, прям такое страшное, грандиозное, вот, пожалуйста, помоги, ведь у тебя есть, ты можешь. То есть пользуются, понимаете, тянут, пользуются. Вплоть до того, что, например, дети, видя, как вам тяжело, вместо того, чтобы вам помочь, делают вид, что они учатся некогда, либо еще что-то делают. Такое есть, и ничего с этим не поделать. Вы это позволяете. Здесь я четко вижу, что вы замечаете, но у вас такая политика, да, вам легче это принять, чем с этим бороться. Потому что людей этих вы любите. Вы не хотите накалять страсти, вы не хотите ни с кем ругаться. Вы хотите, чтобы в семье, среди родных людей был мир, покой и гармония. С одной стороны, это понятно, а с другой стороны, извините, вас на всех не хватит. Вас реально на всех не хватит. Если вы за всеми будете горшки подносить, попки натирать и всем все раздавать, помогать, а что же вам останется? А вообще, что от вас останется, если и дальше так жить?
Здесь вам по-хорошему нужно включить, ну, такой здоровый эгоизм. Здоровый эгоизм. Все-таки ставьте себя на вершину всего и дальше уже по нисходящей. То есть есть возможность, окей, помогайте. Есть желание, тогда что-то делайте. Но не в укор себе, не во вред себе. Понимаете? Нужно над этим поработать. Я вижу, что вы пытались, либо пытаетесь, это вы молодец, но нужно больше усилий. Больше себя любить, больше себя ценить, больше себя уважать. И тогда те, кто вас окружают, они это будут видеть, они это будут воспринимать и также будут к вам относиться. Вот покажите им, да, покажите им своим же примером, как нужно к вам относиться, либо как нужно с вами общаться. Поверьте, все поменяется. Пусть не сразу, пусть не быстро, но тем не менее поменяется. Так, еще девушки, женщины. У кого-то прям мужчина такой ленивый, противный. Все время у него там 1001 отговорка, чтобы ничего не делать. У кого-то мужчина вообще не работает, у кого-то мужчина просто там пришел, отработал, упал на диван и все. Не кантовать, да, не кантовать. Вот у меня там диван любимый, у меня там пиво, что-то футбол, там покушал, покакал, да, и все, и отдыхает. То есть вместо того, чтобы, например, вам чем-то помочь. Вы ведь тоже работаете, вы ведь тоже устаетесь. Извините, даже домашняя работа, она зачастую бывает тяжелее, чем пойти где-нибудь, там, не знаю, баранку покрутить. Вот. Вы слишком его опекаете, девочки. Вы слишком его опекаете. Он все понимает, он знает, он мужикам хвастается, что вы у него такая мировая золотая жена, девочка его. Может быть, он даже, знаете как, ждет момента, пока вы его, как говорится, вот на вилы возьмете. Он понимает, что надо, он привык, он сам себе дает слово, что да, я буду, но вы же не просите, и он типа дальше валяется на своем диване. Вы в нем растите эту ленность. Просто ее растите, культивируете. Поэтому, пожалуйста, девчонки, понятно, что он там у вас любимый муж, понятно, что ему тоже нужно там бока помять на диване, но тем не менее приобщайте его к домашней работе, приобщайте его к домашним каким-то делам. Он у вас от лени вот этой начинает сходить с ума, он начинает вас ревновать, причем ревновать даже к вашим детям, либо к вашим внукам, либо даже к домашнему животному. Понимаете, заняться-то нечем. Не выработался детина, начинает вот дурь у него там из одного места капать прям, да, течь капать. Поэтому приобщайте, это надо, и ему на пользу будет, и вам будет тоже приятно, хорошо. И когда вы вместе что-то начнете делать, у вас будет больше точек соприкосновения, и ваши отношения, они улучшатся, поверьте, 100% улучшатся. Так, в следующем моменте, здесь мне показывают змею, причем змея-кобра, она ядовитая. Эта кобра вот прям ползает, как межа, да, между вами и этой коброй есть межа. И она по этой меже постоянно ползает. Ей очень хочется пробраться на вашу территорию, ей очень хочется вас покусать, ей очень хочется какой-то вред вам причинить. Но эту женщину, скорее всего, вы знаете, либо вы догадались, о ком я говорю. Потому что эта женщина, она, ну, такой знатный провокатор. И сладко стелет она, и вы ей не доверяете. Вы ей не доверяете. И это ваша интуиция вас не подводит. Ваше недоверие строится на логических умозаключениях. Что касается этой змеи, пока она ползает по меже, она как проверяет, знаете, проверяет, будете ли вы реагировать, позволите ли вы ей вползти на вашу сторону, либо так и дальше будете мило улыбаться. Здесь, мои хорошие, нужно четко разграничить, где мое, а где типа ничье, да, либо нейтральное. Вы можете не конкретно этой женщине в лицо, но в ее присутствии, да, в каких-то жестких словах, например, описать ситуацию, что если кто-то рыпнется к вам, на вас, на вашего близкого человека, вот что вы предпримете? Так и скажите: я дурочка, мне терять нечего. Да, там, порежу, порву, покусаю. Порошок сотру, да, чтобы она это услышала. Поверьте, на нее это подействует. По крайней мере, пыл у нее немножечко так постудится.
Не надо конкретно ей угрожать, не надо конкретно с ней там махаться. Просто в ее присутствии, так, чтобы она слышала. Либо какие-то ее там подружайки, которые могут ей передать. Просто вот так красочно опишите, что вы сделаете, если кто-то будет посягать на ваше. Будь то мужчина, будь то работа, будь то что угодно. Поверьте, ей передадут, и здесь немножечко все поутихнет. Она хоть и кобра, но не дура. Да? Чувство самосохранения ей присуще. Так, идем дальше. Вы в упор не видите каких-то своих шансов. Здесь две дверки, они прям перед вами. Там даже в одной двери стоит человек, махает вам рукой, говорит: иди сюда, иди к нам, иди сюда, иди, заходите, открыто, мы вас ждем, пожалуйста, заходите. А вы вообще делаете вид, что вы вообще ждете трамвая, да? Вы не здесь, вы где-то в другом месте. Почему-то вы себе не верите, либо в себе сомневаетесь, либо считаете, что это такое, типа мираж, да, мираж. Это не двери, это мираж. Я туда не пойду, потому что все закончится. Вот только я подойду, и мне не дадут, меня не впустят, передо мной дверь захлопнут. Откуда у вас это чувство неуверенности в себе? Откуда оно у вас? Кто вселил в вас это чувство? Кто вас на это надоумил? Девушки, женщины, мужчины, вот кто меня смотрит, прекращайте заниматься этой дурней, честное слово. Идите, вот зовут, приглашают, идите, видите открытую дверь, заходите в нее, она для вас открыта, вот реально для вас. Не знаете, что там за этой дверью, сомневаетесь, да какая разница, просто зайдите и посмотрите. Неужели вам не интересно? Неужели вам не хочется попробовать чего-то нового, неизведанного? Идите. Ну, вот два каких-то шанса, две какие-то возможности, а в одну вас прям уже зовут, приглашают, а вы все морозитесь. Ну, ребятки, так же нельзя. А потом человек сидит и говорит: ой, что-то в жизни у меня болото, ой, что-то в жизни у меня ничего не происходит. Ну как? Каким образом, если вы сами игнорите свои шансы? Каким образом у вас что-то должно происходить? Вас насильно туда нужно вносить? Или как? Гнать плетью, чтобы вы туда зашли? Не теряйте своих возможностей. Будьте более активны, будьте более прогрессивны, будьте более уверены в себе. Уверены, да? Вот дверь открыта, вот я пойду и посмотрю, что там. Мне интересно, да, я любопытна, я пойду и посмотрю. Меня зовут, окей, зовут, не бьют же, значит, да, пойду, схожу, посмотрю, что там. Идите, два шанса сразу, причем вот в один и тот же временной период. Они перед вами либо уже открылись, либо вот-вот откроются. Страшно, боязно, сомнения. Догоните и прочите все чувства. Просто идите, наобум идите. Это хорошие двери, это хорошие шансы. Не теряйте этого, не надо ни в коем случае. Так, с правой стороны либо ваша работа, либо ваше увлечение. Вы часто себя ругаете просто так, либо часто собой просто так недовольны. Вам кажется, что вы что-то делаете не так, неправильно, у других лучше, да, у меня плохое, у других лучше, у других идеальное, а у меня так, типа проба пера. Мои хорошие, зачем вы так себя клюете? То, что вы делаете, это уже гениально. Куда еще лучше? Это опять же, да, возвращаемся к этим страхам, сомнениям и неуверенности в себе. Может быть, вас когда-то кто-то покритиковал. И покритиковал, вот знаете, с целью вас остановить. То есть человек увидел что-то хорошее, что вы делаете, да, хорошее, красивое, там, качественное, супер. И думает: ух, а я так ведь не умею, да? А я так не могу. Вот сейчас я ей скажу. И сказал, значит, вам, что это плохо, это никому не надо, никому это не понравится, это некачественно, и вообще это, ну, как ребенок делал. А вы так в это поверили, вы так расстроились, и теперь постоянно вам кажется, что у кого-то лучше, у вас плохо, а у кого-то лучше. Из-за этого вы себя стесняетесь, из-за этого вы так много и тяжело работаете, из-за этого вы гоняетесь за этим каким-то мифическим идеалом. Ребятки, прекращайте, девчонки, прекращайте это делать, прекращайте. Мир, он не идеален, люди, они не идеальны, идеала вообще не существует, просто не существует. Даже лица у нас, да, все они асимметричные, нету правильных вот этих линий, их нет, в природе их нет, понимаете? Нет. Да, есть что-то похожее на идеал, но идеала нет. Зачем вы так себе голову заморачиваете? Вот я прям вижу человека, который чем-то занимается, и по 10 тысяч раз это переделывает. Вот прям что
тютелька в тютельке, что прям увидеть и, как говорится, ослепнуть, обалдеть. Зачем? Зачем вы так много времени тратите на какую-то ненужную работу, на эти постоянные повторения? И, блин, ну, мне вас жаль, честно, мне вас жаль, что вы так сильно заморачиваетесь. Вы так много времени тратите, вы так много сил тратите. Вы живете этой своей работой, понимаете? Ну, грубо говоря. Вместо того, чтобы куда-то пойти, как-то поразвлекаться, может, там, любимый фильм посмотреть, сериал, там, с подружками потрещать. Вы заморачиваетесь на какой-то ерунде. Уйму времени на это тратите. Давайте так договоримся. Вы просто попробуйте хотя бы не переисправлять по 10 тысяч раз. Вот один раз сделали, вот как получилось, пусть так и будет. Просто попробуйте. Вы увидите, во-первых, никакой разницы, да, а во-вторых, у вас появится очень много свободного времени. Просто нереально много свободного времени. Кстати, да, поспрашивайте своих знакомых по поводу результата. Вы увидите прекрасные отзывы, да, услышите прекрасные отзывы о своей работе. Не гоняйтесь за идеалом, его не существует, а вы просто тратите время. Так, глаз у вас вышел, но за вами кто-то наблюдает. Наблюдает, следит, отслеживает. Глаз вышел в правой стороне, то есть человек за вас все-таки переживает. Переживает, ничего плохого вам не желает, наоборот, желает только хорошее. Вы все разные. У кого-то отыграет, что за вами наблюдает кто-то из родственников. Да? Ну, думает, вот если что, помогу. Если что, вот подскажу. Если что, вмешаюсь, да, когда надо будет. У кого-то отыграется, что за вами наблюдает, ну, например, человек, которому вы понравились, да, вот ждет удобного момента, чтобы к вам подойти и выразить свою заинтересованность. А у кого-то отыграется, что за вами наблюдает, например, ваш работодатель, либо будущий работодатель. Да, вот кто-то прям приценивается, присматривается. В принципе, может быть, вы ощущали такое, да, что вот чьи-то глаза у себя там на затылке, на спине, и думали, что вам показалось. Нет, не показалось, да, действительно за вами наблюдают. Но цель этого наблюдения, она плюсовая, она благая. Не негативная, а именно благая. Так, дальше. Здесь несколько людей, которые постоянно о вас говорят. Они вами недовольны. Недовольны тем, как вы себя ведете, недовольны тем, что вы, может быть, чего-то не делаете, либо наоборот делаете. Они постоянно о вас говорят. Вот не вписываетесь вы в их круг. То есть вы от них чем-то отличаетесь. Ну, например, они черные вороны, а вы белая ворона. И понятно, что режет глаз. А то, что мы не понимаем, да, правильно, мы обычно либо боимся, либо не любим. Вот и они так к вам относятся. И зачинщиком всей этой ситуации является какая-то женщина. Женщина, которая изначально вас не взлюбила. Может быть, это на работе коллективчик ваш, да? Может быть, это по соседству, да, ваши соседушки такие вот недалекого ума. Может быть, это какая-то организация, учреждение, куда вы ходите. Ну, в общем, есть такое. Периодически они о вас говорят, периодически они вас осуждают, либо рассуждают о вас, о вашей жизни. И да, критика льется в вашу сторону, что, дескать, вы какая-то другая, не такая, что-то из себя строит, там, 5-10, ну, в общем, такое есть. Возможно, до вас доходили какие-то сплетни, слухи. И это правда, да, они о вас говорят, да, они о вас распространяют информацию. К сожалению, поделать с этим вы ничего не можете. Повлиять на этих людей вы тоже не можете. Но вот мне кажется, пока эта женщина там присутствует, в этом коллективчике, пока это и происходит. Как только эта женщина из этого коллективчика выйдет, да, это все прекратится. Это именно по ее инициативе. Вот как-то не взлюбила она вас, не взлюбила. Может быть, у нее на это причины были, а может и нет. Этого нам песок, к сожалению, не показал, но тем не менее, вот не любит она вас, не любит, не переносит, не воспринимает. Да. А то, что он не любит, то она, извините, обгаживает. Кстати, пока эти люди еще ее как-то слушают, но ей куда-то выходить, она куда-то денется. Может быть, уедет, переедет, может быть, переведется на другую должность, может быть, я не знаю, на пенсию выйдет. Ну, каждого по-своему отыграется. Но пока она есть, пока разговоры будут о вас ходить. И ничего, к сожалению, с этим не поделаешь. Вот так вам не повезло.
Так, дальше. Здесь женщина, которая ворует. Ворует. Если вы работаете в магазине, не знаю, там, в ресторане, в кафе, там, где можно что-то украсть, то какая-то женщина в вашем коллективе, она ворует. Именно женщина. Причем женщина, на которую меньше всего подумаешь. Если у вас постоянно какие-то проблемы, недостачи, потери, там, действительно какое-то воровство, то это кто-то из вашего коллектива, и это именно женщина. Женщина, которая вообще вне подозрений. Вне подозрений. Даже вплоть до того, что это ваш там, руководитель. Женщина-руководитель. Либо женщина, которая никакого отношения к товару не имеет, но при этом каким-то образом ухитряется это все воровать. Поищите, поставьте ловушку на нее. Какие-то камеры, может быть, поставьте. Вы ее поймаете. Ну, вы, либо ваш коллектив. Это возможно. Это возможно. Это кто-то из своих. Кстати, у кого-то могут даже воровать в доме что-то, в вашем доме. Может быть, на даче, да, какие-то пропажи были. Опять же, женщина и женщина, на которую вы вообще не думаете. Женщина, которая, может быть, самая благополучная из всех родственников, но вот она это делает. Либо самая благополучная из всех соседей, вот она это делает. То есть такой момент. Женщина. Можно поймать, но нужно какую-то ловушку подстроить. Либо действительно камеры понатыкать. Тем более сейчас это легко. Это все легко выполнимо. Поймается эта женщина. Так, в следующем моменте птица, которая не хочет летать. Не хочет, не может. У нее большое тело и очень маленькие крылья. Тяжело ей летать, понимаете? Тут тушку поднять ей тяжело. Эту птицу ее кормит какой-то мужчина. Он ее просто кормит. Кормит сообщениями, кормит посланиями, но он ее не отправляет. Понимаете, как будто бы пишет в стол, да, пишет вам сообщение, оп, стер. Написал вам письмо, оп, типа отложил. Либо там куда-нибудь черновик, если это электронное письмо. И есть какой-то мужчина, который пытается выйти с вами на связь, но сам же боится этих попыток. Может быть, вы ждете от какого-то мужчины, а ему страшно с вами выходить на контакт, либо страшно сообщать, что с ним, как он, где он находится. Может, не хочет, чтобы вы знали, чтобы вы беспокоились, переживали. Но он думает о вас, думает постоянно и мысленно, либо действительно уже что-то пишет, но не отправляет. Вы потом все это узнаете, вы потом все это получите. Придет время, придет такой час. Но пока, видите, эта птица, она не летает. Слишком она толстая и очень короткие крылья. Может, нет возможности, да, у кого-то даже так отыграется. Нет возможности отправлять вам письма, отправлять вам сообщения, там, связи нет в конце-то концов. Потерялся ваш номер, может быть, да, по-всякому может отыграться. Но вот он прям думает и сообщения какие-то вот хотел бы вам передать, но не передает. Так, в следующем моменте вышла ситуация какой-то игры, как какой-то мужчина пытается с вами играть, заигрывать, может быть. Заигрывать. Здесь как пикировка какая-то происходит. Какие-то шутки, прибаутки. Вот как подшучивает, стебет. Но на самом деле этому мужчине вы очень нравитесь. Вы очень нравитесь. Может, у него репутация не очень, либо он не свободен. И он это осознает и понимает, что вы, скорее всего, его пошлете далеко и надолго. Поэтому он не рискует к вам подойти с прямым таким разговором, что ты мне нравишься, да, я бы хотел с тобой там, ближе разнакомиться, либо куда-нибудь сходить, там, отношения завести. Вот. И он выплескивает свои эмоции в вашу сторону через эти шутки. А вы то ли с ним перешучиваетесь, то ли думаете, что он просто какой-то кретин. Да, кретин с плохим чувством юмора. А на самом деле это чувство, девочки, это чувство. Так, еще. Какая-то молодая девушка вас очень боится. Очень боится. Ей чего-то там про вас наговорили, и она теперь вас очень боится. Молодая. Не могу сказать, кто она вам. Что за девушка, почему так сильно боится. У нее какая-то странная реакция на вас. Избегать, подальше быть, не общаться, не встречаться. Видите, кто и доктор.
Если бы она подошла с вами, поговорила, она бы убедилась, что вы абсолютно нормальный, адекватный, очень милый, добрый человек. Ну вот, как есть. Если вдруг какая-то девушка не подходит, не общается, не здоровается, поверьте, у нее явно не все в порядке с психикой, она вас просто очень боится. Либо действительно вас оговорили, либо это лично ее ментальные восприятия, не знаю, проблемы, что-то может быть. Такой есть страх. Она испытывает перед вами страх. Так, еще, чего вы в упор не видите? Вы не видите желание вам помочь. Желание, может быть, даже за вас как-то заступиться, вас поддержать. Вы этого не видите. Либо вы не хотите это принимать. Да, у кого-то и так отыграется. Может быть, не любите вы, когда вам помогают, не любите вы подарки получать. Вот привыкли все делать сам, либо сама. И вообще вам не хочется никому быть обязанным. Ребята, иногда бывают такие ситуации, когда без сторонней помощи никак. Да, либо очень тяжело, да, приходится, извините, во всех местах рваться. Поэтому, может быть, вам следует позволить этому человеку поучаствовать в вашей жизни, вам помочь, вас поддержать. Но если человек не просит за это платы, если человек не просит ничего взамен, почему нет? Вот скажите мне, почему нет? Вы ведь добрый человек, добрый. Вы ведь другим помогаете, правильно? Отчего не позволяете, чтобы вам помогли? Как-то, знаете, неправильно это. Конечно, не мне вас судить, и каждый имеет право на свое мнение, на свою жизнь. Но здесь явное, чистосердечное желание вам помочь. А вы так отворачиваетесь, говорите, не надо, я сама. Помощь не нужна, я сама, да, либо я сам. Подумайте об этом. Если этот человек вам поможет, все случится гораздо быстрее. Быстрее, легче, удобнее, лучше. Да? Подумайте об этом. И подумайте, откуда этот человек пришел, кто его послал. А если это посланник высших сил? А если это добрый ангел в людском обличии? Неужели вы хотите обидеть высшие силы? Вы ведь просили высшие силы помощи. А что ж теперь отвергаете? Подумайте об этом. Научитесь принимать помощь. Поверьте, жизнь ваша сразу поменяется. Вот мгновенно поменяется. Вы прям сразу же это и почувствуете. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Подумайте над тем, что вам сказал песочек. И сделайте правильные выводы. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.